Салям алейкум, хайрлах шамлар. В эфире АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». Самые актуальные новости, события и решения мы будем обсуждать в следующем получасе. С вами Гульсум Халилова. Присаживайтесь поудобнее. Поехали. Запобігли масштабному теракту. Погрожували підірвати міст метро. Міністр закордонних справ дав згоду на формулу Штайнмаєра. Пристайко здивував. Операції Об'єднаних сил готуються до повного відведення військ. Гучна заява командуючого. Хранители уже задержали мужчину, который угрожал взорвать мост метро. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков. Мужчина, который грозился взорвать мост в Киеве, зовут Алексей Белько. И с нами сейчас на прямой связи по телефону наша корреспондентка Милена Амиди, которая находится на месте событий. Милена, салям алейкум. Рассказывай, какие у тебя новости. Отже, правильно ти сказала, що особистість чоловіка, який намагався, погрожував, точніше, підірвати міст, вже встановлена, але вибухівки по ньому так і не знайшли. Власне, чому ця справа викликала такий резонанс? Відомо, що 3 місяці тому в нього вибухівка вже вилучалася, і це колишній військовослужбовець. Затримали його під час спецоперації, тобто сам він не здався. Кричав, що є вибухівка, звісно, погрожував і хотів, аби зв'язалися з його дівчиною. Даних жодних не називав. Наразі вже відкрито рух під мостом. Метро буде працювати через 2 години. Водна поліція, СБУ і спецпідрозділ, а також Сагул, спасибо. Это была Милена Амиди, наша корреспондентка, с нами на прямой связи по телефону, прямо из мест событий. Ну и давайте освежим нашу память и посмотрим, как, собственно, все это происходило. Антон Геращенко в эфире телеканала АТР рассказал, что обычные граждане пытались помешать человеку, угрожавшему взорвать мост. Давайте послушаем, что именно он говорил. Я могу сказать, что были попытки граждан, которым он мешал проехать, требовать от него освободить проезжую часть, но он угрожал людям. Поэтому, возможно, видели тех граждан, которые пытались его переубедить и освободить мост. Ну и руководитель киевской полиции Андрей Крыщенко рассказал, как прошла операция по аресту преступника. Давайте его слушать. Ну, послушаем все-таки мы его позже. Ну, а пока что я хочу присоединить к нашему эфиру политолога Владимира Фисенко. Владимир, здравствуйте, слышите ли вы нас? Да, добрый вечер, я вас слышу. Добрый вечер. Да, Владимир, что вы, собственно, думаете по поводу всего, что произошло несколько минут назад с задержанием человека на Керченском мосту и, собственно, его угроз? Ну, это не Керченский мост, а мост метро. Извините, да, мост метро. Но для нас как бы от этого не легче. Я думаю, что вот этот инцидент потенциально опасный, он, ну, как минимум организовал движение в Киеве на целый вечер. Вот из-за этого я не смог к вам приехать. Ну, я думаю, что киевлян, особенно кто живет на левом берегу, много сегодня из таких отмеченных дел стороны. Ну и кто-то позже просто
домой. Но я обращу внимание на важных обстоятельств. Первое, мы не знаем, была взрывчатка или нет в себе, но то, что раньше находили, и то, что как бы потенциально опасно вот использование взрывчатки, это, к сожалению, следствие войны, и надо усиливать контроль над всеми средствами, которые могут причинять взрывы, взрывными веществами, материалами, потому что это, конечно, сейчас очень серьезная проблема. Контроль над этим надо усиливать, в том числе тем, что вывозят из зоны боевых действий. Второе важное обстоятельство. Это ведь не единственный мост в Киеве. Я вот знаю, там Вышгородская, она охраняется. И то, по-моему, сейчас уже тоже не так тщательно, как это было раньше. Вот я думаю, что повышенные меры безопасности должны быть на каждом мосту. Это стратегические объекты. Вот чтобы такого не происходило, протоколы действий полиции, силовых структур, потому что это стратегический объект, от которых зависит нормальная жизнь. Ну вот давайте все-таки послушаем начальника киевской полиции Андрея Крыщенко, что он сказал, и продолжим нашу беседу. Було встановлено його телефони, з ним зв'язались особисто і я, і наш психолог, і командир спецпідрозділу, з ним розмовляли. На контакти він не йшов, вимагав переговорити зі своєю дівчиною, але ніяких нерозумних вимог, ніяких зв'язаних думок від нього не було, і тому було прийнято рішення організовувати штурм, який провели за підтримки бронетехніки, провів спецпідрозділ КОРД Національної поліції. Як ви всі бачили і розумієте, його було затримано, при ньому на даний момент нічого не знайдено, не вибухового, нічого. Проводиться огляд вибухотехніками автомобіля і в подальшому вже буде проводитись огляд місця події. Ну вот уже в полиции заявили, что мужчина, который угрожал, собственно, взорвать мост метро в Киеве, во время переговоров с правоохранительными органами требовал встречи со своей девушкой. Вот вы верите в такую версию? Ну почему нет? Судя вот по той информации, которая поступала за последнее время, он явно был в неадекватном состоянии. Ну, я уж не знаю, там алкоголь или наркотики, потом, возможно, был какой-то эмоциональный стресс. Была информация, что у него там какие-то были проблемы и на службе, дважды был на гауптвахте, какие-то проблемы с квартирой, ну и, возможно, личный конфликт. Поэтому такого рода инциденты, к сожалению, бывают. Личная драма, она может привести и к более тяжелым последствиям, к сожалению. Такие примеры тоже известны. Поэтому тут вот сочетание. Военный, который умеет пользоваться оружием и вот уже как бы был задержан со взрывчаткой все время. Вот из-за таких личных причин, к сожалению, мог устроить очень серьезный инцидент. Дай бог, чтобы... Не, хорошо, что без трагических последствий, но на будущее это серьезный урок. Отмечу, кстати, судя по всему, очень профессионально и эффективно сработали представители полиции, спецназ полиции. Вот знаете, неофициальные СМИ и телеграм-каналы сообщают о том, что якобы это был не террорист, а вот провокатор, который вот таким образом хотел привлечь внимание. У него было только стрелковое оружие, пишут в неофициальных телеграм-каналах, и заказчик думал, что сегодня будет подписана в Минске якобы вот эта формула Штайнмайера, и поэтому, собственно, и готовили вот эту провокацию. Что вы думаете по поводу этого? И до этого, да, также в неофициальных СМИ говорили о том, что все-таки в этой истории есть политически мотивированная какой-то характер, носит эта вся история. Нет, я думаю, что, во-первых, эта информация не подтверждается полицией, теми, кто вел переговоры, какой смысл им скрывать. Думаю, что искусственно привязывают. В Минске были переговоры, ни о чем не договорились. И вот даже информация о формуле Штайнмайера, слушайте, ну это уже мусолят 2 недели как минимум. То, что сказал Пристайко сегодня, я думаю, что этот товарищ, которого задержали, который устроил этот инцидент, он даже не знает фамилии Пристайко и вряд ли слышал о его заявлении. Поэтому это все искусственно привязывается. Я, знаете, как вот, перефразируя классика,
скажу, не верьте анонимным телеграм-каналам. Там вообще любую информацию, там есть инсайды, которые отчасти хотя бы соответствуют действительности, но очень много конспирологии и очень много манипуляций. Поэтому это не тот источник, особенно когда речь идет об оперативной информации, да, которому стоит доверять. Владимир, а вот сегодня, также вот буквально несколько минут назад, появилась новость о том, что Борис Грызлов, представитель Российской Федерации в трехсторонней контактной группе в Минске, заявил, Украина сорвала договоренности нормандской четверки. Я предлагаю послушать, вот что именно он сказал. Україна зірвала виконання домовленостей радників глав країн Нормандської четвірки. Головний підсумок зустрічі контактної групи. Представники Києва відмовилися підписати формулу Штайнмаєра, тобто відмовились погодити порядок правового і фактичного закріплення особливого статусу Донбасу. Це той самий документ, який був узгоджений 11 вересня політичними радниками лідерів країн Нормандської четвірки і запропонований контактній групі для підписання. Ну вот, только что мы послушали Бориса Грызлова, представителя Российской Федерации в ТГК, который сказал, что Украина сорвала нормандский формат в связи с тем, что не подписала формулу Штайнмаєра сегодня на заседании ТГК, которое состоялось. Правильно ли я понимаю, что встреча нормандской четверки в ближайшее время теперь не будет? Ну, во-первых, никакой согласованной даты о встрече нормандской четверки на высшем уровне не было. Угу. Ну, говорили об октябре, о сентябре. Да, совершенно. Говорили сначала о сентябре, а потом вот российская сторона сказала, что где-то в октябре. А теперь я бы вот советовал всем дождаться информации от украинской стороны. Все, что говорят российские официальные лица, надо перепроверять и уточнять. А вот теперь конкретные факты. Не все так, думаю, просто вот в этой истории. Ну, во-первых, встреча, о которой известно, советников, лидеров стран нормандского формата состоялась 2 сентября. Угу. Теперь следующий момент. Первым начал разгонять вот эту информацию с обвинениями в административной стороны помощник Суркова Алексей Чесноков. Вот он начал обвинять еще днем, что вот украинская сторона сорвала якобы уже согласованные договоренности, и которые были согласованы 2 сентября. Но советую всем поднять посты того же Чеснокова, в том числе в телеграм-каналах. У него есть свой телеграм-канал. Так вот он после 2 сентября от Суркова получил информацию и писал, никаких, подчеркиваю, никаких договоренностей 2 сентября не было. Это его оценка. Когда он говорит неправду, тогда или сейчас? О чем-то договорились, мы не знаем как и когда. То, что сказал сегодня Пристайко, наш министр иностранных дел, на заседании профильных парламентских комитетов, говорит о том, что какой-то документ был согласован. Владимир, а давайте вот как раз вы затронули министра иностранных дел, давайте послушаем его цитату, да, чтобы все понимали, о чем, собственно, идет речь. То есть прямую речь его, где он сказал, что якобы дал согласие на формулу Штайнмаєра. Формула Штайнмаєра, яка обговорена і погоджена, зокрема, і мною, як представником України 2 вересня, написано абсолютно чітко. Я вже декілька разів мав можливість всім пояснити. Я використаю і цю сьогоднішній майданчик, щоб пояснити, що написано. Закон про особливий статус набуває попередньої такої неповної, вибачте, я перекладаю з англійської мови, так як ми вели переговори. Він вступає в дію в попередньому форматі, є, напевно, правильне слово, на момент проведення виборів. І остаточно цей закон набуває сили в момент, коли ОБСЄ в ДІПЛ приймає рішення про те, що вибори, які відбулись у відповідності до високих стандартів ОБСЄ. Владимир, вы не отключайтесь, будьте с нами на связи. Мы просто сейчас присоединим журналиста Андрея Пиантковского, который с нами сейчас на прямой связи из Соединенных Штатов Америки. Андрей, добрый вечер, слышите ли вы нас? Добрый
Добрый вечер. Андрей, да, вот сейчас, буквально несколько минут назад, появилась новость о том, что Российская Федерация заявила, что Украина якобы сорвала нормандский формат и в связи с тем, что не закрепила формулу Штайнмайера на трехсторонней контактной группе. Что вы думаете по этому поводу и чем, собственно, объяснить действия РФ? Ну, я думаю, что это очень хорошая новость, потому что нормандский формат после встречи Макрона с Путиным предполагал навязывание Украины путинской интерпретации Минских соглашений. То есть Москва хочет втолкнуть политическое тело Украины, вот эту раковую опухоль в Гондоне, с сохранением всех ее структур, с сохранением бандитов, которые находятся на власти, с сохранением российских войск и вооружений, с продолжением политического контроля из Москвы. И вот буквально днями перед контактной встречей в Минске были сообщения, что украинское руководство готово сделать первый шаг в этом направлении, то есть подписать так называемую формулу Штайнмайера. Ведь, по-моему, у вас цитировалось перед моим включением как раз фраза министра иностранных дел Украины, где он говорил о такой готовности. И вот на том документе, который должен был подписан, была уже виза советника президента Ермака. То, что Украина отказалась это подписывать, это ее первый шаг сопротивления нового руководства вот этим попыткам принудить ее к фактической капитуляции. Я думаю, что сыграла роль обращения на прошлой неделе. Было более сотни видных военачальников и дипломатов, которые призывали как раз не делать этот шаг. И я считаю, что это очень позитивно решение украинской делегации не подписывать эту формулу. Спасибо большое. Андрей Пянковский, журналист из Соединенных Штатов Америки, был с нами на прямой связи по телефону. Владимир, вот действительно мы имеем две новости. Это то, что в ТГК украинская делегация не подписала формулу Штайнмайера, и заявление министра иностранных дел Украины Пристайко, который говорит, что он закрепил и поддержал формулу Штайнмайера. Что это означает? Мы можем только предполагать, я же говорю, надо послушать представителей украинской делегации, чтобы они объяснили эту ситуацию. Мое предположение, скорее всего, в ранее согласованный текст россияне внесли некоторые изменения, либо дополнения, которые были неприемлемы для украинской стороны. Вот и все. И поэтому я думаю, что действительно это может быть хорошая новость. Мы избежали ловушки, в которую нас наверняка хотела загнать российская сторона. Они очень склонны к этим манипуляциям. К сожалению, вот таких ловушек не избежала украинская делегация в феврале 2015 года, когда подписала вторые Минские соглашения. А сейчас вот похоже, что мы такой ловушки избежали, поэтому переговоры продолжаются. Я трагедии не вижу, но надо дождаться информации от украинской стороны. И, Владимир, оставайтесь с нами на связи. С нами сейчас политолог Алексей Голобудский на прямой связи по телефону. Алексей, здравствуйте, слышите ли вы нас? Алексей. Да, добрый день. Да, добрый вечер. Да, здравствуйте, Алексей. Вот действительно я задавала этот вопрос Владимиру и хотела бы, конечно же, услышать ваше мнение в том числе. У нас вот есть две новости. Это то, что трехсторонняя контактная группа, там украинская делегация не закрепила и не пошла на договоренности, не подписала вот эту формулу Штайнмайера. И тут у нас сегодня министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что еще 2 числа он закрепил эту формулу Штайнмайера. Вот как это понимать? И вот то, что Россия сегодня сказала, что Украина сорвала договоренности по нормандскому формату, это все-таки хорошая новость для нас? Это позитив или нет? Ну, учитывая, какая информационная война сейчас идет последние дни, мы видим постоянные выбросы инсайдерской информации с российской стороны, с украинской стороны. И очень сложно было понять, на чем именно там они могут дойти согласия. И
логично абсолютно. Для меня абсолютно логично, что если бы Россия хотела бы решить эти проблемы, она бы искала способы решения, а не искала бы способы, как избежать решения, так сказать. И затянуть опять Украину в процесс, что давайте сначала выборы, а потом все остальное, естественно, я не знаю, какая власть украинская в здравом уме может согласиться на это. Я вообще не представляю, что такое выборы на оккупированных территориях или на территории, которые там даже, возможно, передадут миротворцам. Тоже сложно представляю. Поэтому, в принципе, мне кажется, что новой команде нужно показать стремление к миру. Да? Они показывают. Максимально выполняют, это тоже разведение войск, да, мы видим, они показывают, что они готовы на все. И теперь их задача, потому что я не верю в то, что Россия пойдет на соглашение, просто не верю. Если это произойдет, значит, это что-то изменилось в самом Путине, он что-то поменял в своей стратегии. А задача новой команды просто показать все возможности к миру, что они делали все возможное. И в случае, если они не договорятся, сказать, что опять возвратиться к той же формуле, которой держалась прошлая власть, а Россия не хочет договариваться. Алексей, вот вы затронули тему с разведением войск, и я бы хотела на этом немного остановиться и обсудить. И действительно, украинские военные готовятся к полному разведению войск вдоль всей линии разграничения. Об этом сообщил командующий ООС Владимир Кравченко. Вот давайте его сейчас послушаем с вами вместе и продолжим. На сьогодні проводяться підготовчі заходи з відведення військ уздовж всієї лінії розмежування. Таке завдання визначено начальником Генерального штабу Збройних сил, міністром оборони та главою держави. Ми до цього готові заради покращення життя наших громадян. Та зрештою все буде залежати від дзеркальних дій з протилежного боку. Владимир, как вы считаете, к чему может привести разведение войск по всей линии разграничения? Во-первых, надо учитывать, что ни о каком разведении уже завтра речь не идет. Это поэтапный процесс. И вот от каждого этапа будет зависеть, будет ли следующий этап. Сейчас надо дождаться завершения строительства и подтверждения ситуации безопасности возле станицы Луганской. Следующий этап, второй, о котором пока еще не договорились и нет графика, это то же самое разведение войск в районах Петровского и Золотого. Если там это получится, а думаю, что на это уйдет как минимум несколько месяцев, вот по станице Луганской этот процесс идет с июня, а уже сентябрь. Уже 3 месяца. Вот я думаю, 3-4 месяца минимум это будет Петровское и Золотое. Поэтому вдоль всей линии, а это уже третий этап, разграничение может идти только лишь в следующем году, и если будет прекращен огонь в станице Луганской и в Петровском и в Золотом. Если же не будет прекращения огня, то тогда не будет разведения. Или если какая-то из сторон нарушит график отведения войск. Поэтому это очень сложный процесс. Попытки же были и в 2015-2016 годах, и неудачные, к сожалению. Во-вторых, есть попытки занять нейтральную зону. Это тоже может сорвать процесс. Но я согласен с Алексеем, действительно, украинская сторона, новая власть украинская, президент Зеленский показывает, что они готовы ради прекращения войны идти на отведение войск. Если к этому будет готова другая сторона, значит, есть шанс на прекращение войны. Не произойдет этого, значит, к сожалению, ситуация останется в нынешней форме. Алексей, а вот вы как считаете, разведение войск по всей линии разграничения – это хорошая для нас новость? И когда это действительно может состояться? Понимаете, она будет хорошей, если она к чему-то приведет. Если она приведет к тому, что займут, как говорит Владимир, займут нейтральную территорию, нейтральную зону, и значит, продолжится дальше обстрел, так и понятно, это очень большая ответственность, которую берет на себя новая власть. Ей везет в плане того, что сейчас рейтинг под 80%, и они, в принципе, наверное, готовятся к тому, что неуспех, скажем так, всего этого мероприятия так или иначе затронет их рейтинг. И, значит, он немного упадет или много упадет, даже предположить очень сложно. Но, опять-таки, тут невозможно предугадать. Потому что если мы исходим из того, что Россия действительно хочет уйти с Донбасса и
закончить этот процесс каким-то нормальным дальнейшим существованием, то это одна позиция. Я так не считаю абсолютно, да, потому что я прекрасно понимаю, что мы должны будем в любом случае за чем-то заплатить. Или максимально это мы заплатим Крымом, так или иначе, да, или сейчас это просто, разводка, скажем так, со стороны России, которая просто нас затягивает новую власть в ту же ловушку. Алексей, вот вы сказали, что касается Крыма, вы сказали вот касательно Крыма, сегодня в эфире нашего телеканала также политический консультант Дмитрий Васильев сказал, что не исключает того, что мир на Донбассе наступит ценой, собственно, сдачи полуострова. Вот давайте послушаем и продолжим эту идею, эту историю. Я думаю, що Росія на першому етапі буде намагатися робити все можливе для того, щоб зробити мир, але на Донбасі, але на умовах Росії. І ключовою умовою Росії на цьому етапі розвитку подій і нашої ситуації з Росією, тої агресії, яка є, і тої окупації, яка є на наших територіях з Російської Федерації, це якраз вони будуть наполягати на тому, що забудьте про Крим, але тепер у вас буде мирно на Донбасі. Ну, вообще ведь вся война началась с Крыма, с оккупации Крыма, с интервенции Российской Федерации на полуостров. Разве можно сдавать оккупированный Крым в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе? Владимир. Слушайте, давайте не придумывать страшилок. Нет никаких намерений сдавать Крым. И никто не собирается это делать, нет никаких официальных заявлений. Я знаю позицию многих членов команды Зеленского, там и близко нет никаких намерений сдавать Крым. Но есть другая проблема, которую надо понимать. Украина сама собственными силами Крым вернуть не сможет. Вот это тоже надо понимать. Поэтому надо быть реалистами. По Донбассу есть шанс, да, я согласен, что зависит от Путина, но какой-то шанс... Если не на прекращение войны, то хотя бы там на замораживание конфликта он есть такой шанс. По Крыму на сегодня полный тупик. Но сдавать Крым, отказываться от Крыма никто не будет. В здравом уме на это не пойдет ни один серьезный украинский политик, в том числе и нынешний президент. Безусловно. Алексей, а вы как считаете, Алексей? Нет, я не говорю, что пойдет, я говорю про тот план какой, потому что я не понимаю, зачем Путину была вся эта авантюра 5 лет, чтобы просто отдать назад Донбасс. Понятно, что есть программа минимум, это отдать на условиях автономии или условиях какого-то особенного статуса, да, и держать на крючке Украину. Ну и максимум задач, это естественно, потому что Путин прекрасно понимает, что западные страны никогда не признают аннексию Крыма. И что это можно выбить только от нас, грубо говоря, от Украины. Да? Я не говорю, что это сделает новая власть или следующая власть. Я говорю про то, что я так логично понимаю план Путина по тому, чтобы подороже продать Донбасс, так сказать, Украину назад, да? И чтобы решить эту проблему окончательно. Потому что, опять-таки, заканчивая проблему Донбасса, допустим, если все будет хорошо, все будет отлично, Путин одумался и решил все-таки решить эту проблему, то следующий пункт — это Крым. Вот дальше, как сказать. Многие санкции вообще, грубо говоря, с точки зрения международного права и отношений к государству, то, что произошло с Крымом, намного страшнее, чем то, что произошло на Донбассе происходит. Потому что это прямая аннексия. Там они выкручиваются, там, что это не они, что это там народные республики и так далее, и так далее. То есть у них есть там какая-то отмазка. А тут все прямо, конкретно, все это признано всеми нормальными странами, цивилизованными, что это является аннексией. И как дальше это решать проблему той же России? Спасибо большое. С нами на прямой связи были политолог Владимир Фисенко, а также с нами на прямой связи был политолог Алексей Голобудский. Спасибо. А мы вынуждены, к сожалению, завершать информационно-аналитический блог на телеканале АТР. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Ну а далее буквально через 5 минут смотрите Prime Мацарский. Не переключайтесь.
зруйнована Варшава. Хто пустив колаборантів